Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня у нас полнолунный расклад на 3 позиции. Значит, в чем суть этого расклада? Да? Он делается в полнолуние. Сегодня полнолуние у нас. Значит, первая карта – это ваше текущее состояние. По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Дальше, значит, мы смотрим, что точно хорошее произойдет скоро в вашей жизни. Да? Ну, в ближайший лунный цикл получается. Что точно плохое произойдет и что не произойдет вовсе. Вот чего можно не ждать от судьбы, что совсем точно не произойдет. Может, вы этого и ждали, конечно, но этого не будет. Итак, я сейчас выкладываю 3 карты, 3 позиции. Вы выбираете себя. Сначала вы выберете, может быть, позицию интуитивно, послушайте, но если она не резонирует, значит, это у вас другая позиция, и нужно просто посмотреть другие первые карты, да? Итак. Значит, первая, вторая и третья. Вот эти вот третья. Эти ваши текущие состояния, да? Может не одна позиция резонировать, а, допустим, 2 или 3. Это тоже бывает, когда вы чувствуете близость с каждой позицией. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Главное не перепутать. Итак, первая карта у нас с вами это император. Ваше текущее состояние император, значит, вы за кого-то можете отвечать сейчас. Ну, то есть нести ответственность, как-то переживать, беспокоиться за других людей. Но также император – это лидерские качества. То есть, может быть, вы там, не знаю, большой начальник, например, даже если вы женщина. Иногда вы хозяин бизнеса или хозяйка. Или вы хозяйка в доме или хозяин, да, там муж, жена. Но также император показывает для женщины, что для нее сейчас важен какой-то мужчина. Иногда и для мужчины император может означать, что он собирается кому-то там, не знаю, да, на консультацию, на поклон, что-то попросить у вышестоящего начальства или у какого-нибудь политика или бизнесмена, понимаете? Вы все время об этом думаете, допустим, да, вот этот большой человек вас очень интересует, и поэтому именно вам выпадает император. Вообще император очень устойчивая карта, она показывает ваш потенциал, особенно зарабатывать деньги, конечно же, да, и управлять людьми. Поэтому, если вы чувствуете с этой картой связь, значит, это ваша позиция. Давайте посмотрим. А что хорошее скоро произойдет в вашей жизни? Карты трактуются в этой позиции только с хорошей стороны. Даже если выпадет какая-нибудь, не знаю, там, башня, да, все равно она смотрится только с хорошей стороны. Хорошее событие, да, что хорошее скоро произойдет в вашей жизни. Итак, 5 дисков. 5 дисков показывает, что, возможно, скоро какой-то человек будет перед вами извиняться, буквально выворачивать душу наизнанку, говорить с вами очень искренне, рассказывать о своих внутренних переживаниях и чувствах и говорить, как он ошибся и что сделал для вас плохого, да, в жизни. Но он об этом очень сожалеет и хочет, чтобы вы простили этого человека. Давайте посмотрим, раскроем эту тему, да, кто это может быть. Паж мечей. Здесь паж мечей у нас в этой колоде – это девушка, которую укусил гусь, да? Но на самом деле паж мечей во многих других колодах – это и мужчина, парень. Поэтому для кого-то это будет парень, который извиняется перед вами, мужчина, молодой мужчина, да? Мужчина довольно дерзкий, или, может быть, мужчина знака воздуха. Это у нас весы-близнецы, водолей. А для кого-то это девушка с таким же знаком зодиака, да? Но, опять же, человек всегда острый на язык, поэтому гуси кусают, там, или лебедь, да, кто-то кусает. Почему? Потому что кусучий человек, да, такой вот прям остренький такой, постоянно с сарказмом ко всем подходит. Вот, скорее всего, вам этот человек что-то сказанул, обидел, да, но не от злого сердца, там, не от злого умысла, просто вот не подумавши. Или просто там в этот момент человек вас в чем-то подозревал, вот он говорил гадости, а потом муха залетела. А потом убедился, что это неправда, да, и, соответственно, хочет извиниться. Хорошо, что еще хорошего произойдет? Давайте посмотрим. Что еще хорошее будет? Королева дисков.
Во-первых, королева дисков показывает устойчивое семейное положение. Ну, то есть, когда у человека все хорошо в семье, да. Но также это хорошо с деньгами. Поэтому, если особенно вы хотите поправить финансовое положение, скоро придут какие-то деньги. Но, возможно, эти деньги связаны с какой-то женщиной. На этой карте быки. Почему быки? Потому что очень часто эта карта соответствует знаку Тельца. А Телец очень сильно привлекает деньги и материальные всякие ресурсы в свою жизнь. Это очень материальный знак. Именно поэтому королеву Пентаклей часто связывают с улучшением финансового положения. Хорошо, давайте посмотрим, а что произойдет плохое. Что же произойдет у вас плохое? Теперь карта трактуется даже хорошая с плохой со стороны, да? Давайте посмотрим. Двойка мечей. Двойка мечей показывает, что какой-то человек может закрываться от вас. Буквально дорогой человек может начать молчать. Почему такое происходит? Иногда человек не хочет ввязываться в спор, в ссору, в конфликт с вами, считает, что это для него слишком как-то грязно там, или выше него, да, и начинает просто молчать. Иногда ему нечего сказать, он не находит аргументов на что-то. Но в любом случае между вами как бы пауза в общении, да, то есть вот чувствуете, кто это может быть. Ну, давайте мы посмотрим, кто это может быть. Кто закрывается от вас и начинает молчать, да, в ближайшем будущем. Десятка мечей. Десятка мечей показывает, что, скорее всего, это человек, у которого в жизни большой кризис. Человек буквально прощается с прошлым. У человека произошла какая-то негативная ситуация, да. Вот теперь оглянитесь вокруг себя. У кого недавно что-то плохое произошло? Кто находится в ауте, в кризисе, в плохом душевном состоянии? Но также мы видим здесь, как девушка как-то, видите, так кормит гусей вроде бы, да? Что это говорит? Этот человек умеет помогать другим людям, делает для многих что-то хорошее и светлое. Вот узнаете ли вы этого человека? Пишите. Теперь посмотрим с вами, а чего не произойдет. Это может быть как хорошее, так и плохое, но что не произойдет в ближайшем будущем, в ближайший лунный цикл. Да? 15-й аркан. 15-й аркан показывает, что никто в этот период не сможет на вас магичить, делать черную магию на вас. Ну и также никто не постарается манипулировать вами, особенно с темной стороны или с злым умыслом. Да? И также 15-й аркан показывает, что, возможно, вы чего-то ждали от человека со знаком зодиака Козерог. Не ждите от этого человека пока того, что вы хотели. Ну, вот такой ответ по первой позиции. А мы переходим к позиции номер 2. Вторая позиция, ваше текущее состояние, это паж жезлов. Ну, паж жезлов показывает, что вы человек такой более яркий сейчас, интересующийся чем-то в начале пути, начали новый, может быть, проект, более наивный человек. Здесь мы вообще видим ребенка. Может быть, вы сейчас заняты своим ребенком, очень сконцентрированы на заботе о детях или на работе с детьми. Также паж жезлов показывает, что вы готовы на диалог. Вы готовы смеяться, веселиться, с кем-то общаться, говорить и даже знакомиться. Вы сейчас полны огня. Вы сейчас более беспечны, чем раньше. У вас более хорошее настроение. И я считаю, что это прекрасно. Вы готовы учиться, развиваться и готовы ко всем жизненным приключениям, ко всему самому лучшему. Это хорошее ресурсное состояние. Узнаете ли вы себя? Если да, давайте посмотрим, что хорошее скоро произойдет в вашей жизни. Ближайший лунный цикл. Двойка дисков. Двойка дисков показывает нахождение нового альтернативного источника доходов. Да? Какое-то новое направление, которое тоже будет приносить вам деньги наряду с тем, где вы работаете, что вы делаете. Если же у вас нет ни одной работы или бизнеса, или в чем вы зарабатываете, да, то может просто появиться второй источник доходов. То есть все равно где-то доход-то брали, на что-то вы жили, а теперь появляется еще один источник. Двойка дисков также показывает, что вы можете познакомиться или пообщаться с человеком, кто создает о себе только хорошее впечатление. И также это веселый, подвижный, интересный человек, кто вдохновляет вас.
Давайте еще карту доставать. Что еще хорошего произойдет? Умеренность. Умеренность – это карта исцеления, как вы знаете. Если вы больны или болен кто-то из ваших близких, может выздороветь, или вы выздоровеете. Но иногда умеренность показывает выравнивание какой-то стороны вашей жизни. Ну, то есть где-то исцеляется, где-то становится лучше какая-то больная сторона вашей жизни. Например, вы испытывали психологическую травму, не могли от нее избавиться. Или не могли избавиться от какого-то страха. Или, может быть, у вас заболел денежный канал, да, или еще что-то. В общем, то, что вы считаете больным в своей жизни, исцеляется. Вам буквально будет помогать ангел-хранитель. А еще вы перейдете в состояние внутренней гармонии и стабильности. Что еще хорошего произойдет? Возьмем третью карту. Колесо фортуны. Возможно, скоро вы куда-то поедете. А если вы готовились к переезду, то переезд пройдет очень хорошо. Также может крупно повезти. Колесо фортуны показывает улучшение финансового положения, даже иногда совершенно чудесным образом. Одинокие люди могут встретить любимого человека, ведь колесо фортуны показывает буквально встречу со своей судьбой. Хорошо, а теперь посмотрим, а что плохого скоро произойдет в вашей жизни. Меня окружили мушки. Наверное, у меня есть духи с ароматом цветов персика. Как раз сегодня ими воспользовалась, мушки меня окружили. Хорошо. Что плохого произойдет в вашей жизни в скором времени? Девятка дисков. Как я уже говорила, в этой позиции даже положительные карты раскрываются с отрицательной стороны. Девятка дисков показывает буквально, что какой-то человек в вашей жизни находится в своей зоне комфорта. Ему прекрасно, хорошо, вольготно живется. Это ленивый человек. И не ждите от этого человека, чтобы он много что-то делал. Вы ждете свершений, вы ждете движения. Но человек лентяй. У него все прекрасно, его все устраивает в жизни. Не ждите, что этот человек будет реально делать какие-то шаги. Ведь его ничем не простимулировали. Он буквально не голодает. У него все прекрасно, хорошо, у него там дома комфортно. Все есть, понимаете? Он ни в чем не нуждается. Обычно жареный петух, пока в попу не клюнет такого человечка, он ничего не делает. Что еще плохого произойдет? Семерка жезлов. Вам буквально скоро придется отстаивать свое мнение. Кто-то может вас обвинять, нападать и что-то вам словесно такое, как брань такую говорить, да? И, конечно, вам придется постоять за себя и дать отпор вашему противнику в словесном споре. Теперь посмотрим, а чего и вовсе не произойдет в вашей жизни. Ну, это событие не будет. Не будет, не ждите этого. Как может выпасть хорошее, так и плохое, любое. Королева мечей. Может быть, вы рассчитывали на какую-то женщину, возможно, знака воздуха. Это близнецы, весы или водолей. Не рассчитывайте на нее. Она не будет с вами вступать в близкий контакт, общаться или помогать вам. Если же вы рассчитывали по профессии, допустим, на какого-то врача, специалиста, юриста, там, не знаю, тоже пока не надейтесь на эту помощь. Или вы надеялись попасть к какому-нибудь специалисту. Пока рано для этого. Вы пробиться пока не сможете. Вот такой ответ для вас. Хорошо, переходим к третьей позиции. Семерка дисков – ваше текущее состояние. Это состояние, я вам так скажу, энергетически уставшее. Вы сейчас устали, вы пытаетесь отдохнуть. Но также эта карта показывает, что человек пожинает плоды. То есть вы вкладывали силы, вы хотели в чем-то там, не знаю, преуспеть, заработать или, может быть, преуспеть в неких отношениях. Конечно, время собирать результаты, да. То есть вы получаете какой-то результат. Но однако как-то эта карта эту грустную лисичку показывает, да. Как-то грустно, как-то прям апатично у вас сегодня. Как-то может, ничего не происходит. Жизнь идет слишком медленно, что ли, да, как-то так. Вы чувствуете, что вы устали, может, на работе, может быть, вы где-то выдохлись. В общем, вам нужно время, чтобы восстановить свои силы, да. Хорошо, если вы себя точно узнаете. Давайте посмотрим, а что хорошее скоро произойдет в ближайший лунный цикл в вашей жизни. Итак, здесь карты трактуются только с хорошей стороны. Да? Восьмерка мечей.
Восьмерка мечей, если посмотреть на нее с хорошей стороны, всегда показывает взаимопомощь и поддержку. Ну, допустим, вы вот сейчас устали, да? Вам нужна помощь от кого-то. Если вы можно даже не обращаться к кому-то, а сделайте вид, чтобы понятно было, что вы устали, действительно кто-то может кинуться вам на помощь из близких. Но также эта карта показывает, если вы попросите помощи, то сразу же увидите, что многие кинулись вам помогать, да? То есть вас даже хотят как-то приобнять, спасти. То есть вы увидите участие других людей в своей жизни. Что еще? Отшельник. Отшельник показывает, что если вы очень нуждались в неком учителе, гуру, да, искали для себя духовного учителя, или, может быть, вы очень хотели, чтобы кто-то вас чему-то поучил, научил, да, особенно в плане духовного развития. Скоро вы действительно можете пообщаться с каким-то человеком, который поможет вам в этом и действительно даст несколько уроков, а может быть, станет вашим учителем на долгие годы. А еще отшельник показывает человека со знаком зодиака Дева, кто будет очень к вам расположен и будет очень близко с вами общаться. И либо это одинокий человек, возможно, одинокий мужчина, у кого нет пары, женщины, на Фоксе будьте, если вы особенно сами ни с кем не в отношениях, вы встретите одинокого мужчину, который будет готов на отношения с вами, да? Что еще хорошее произойдет в вашей жизни? Туз дисков, туз пентаклей. Это самая счастливая карта, как вы помните, а значит, скоро вам крупно повезет. Вы буквально будете удостоены некого шанса в жизни. Допустим, шанс разбогатеть, да? Карта действительно приносит деньги или большие деньги. Может быть, вы что-то продадите, и у вас на руках будет огромная сумма. Может быть, вы что-то купите, и тогда у вас будет новый объект недвижимости или машина. А может быть, вам выплатят крупную сумму, там премию, да, или еще какое-то поощрение. Или даже любимый человек даст вам хорошую сумму денег. В любом случае, туз дисков всегда показывает прибавление. Прибавление в деньгах и самые крутые шансы на лучшее будущее. Вам крупно повезет, потому что просто вам выпала эта карта-талисман. Мушки буквально в нос лезут. Итак, а что плохое произойдет? Здесь карта трактуется в плохой позиции. Десятка жезлов. Ну, что тут плохое, да? Обычно человек перегружен по этой карте. Буквально на вас свалится куча обязанностей. Вы возьмете на себя слишком много. Вам покажется, что другие люди не умеют так хорошо работать, как вы. И вы решите сделать все из-за всех. А ведь вы только что нуждались в помощи, просили ее, и вам люди вызвались помочь. Да? Не забывайте об этом. В итоге что? Ой, не умеете вы ничего делать, а сделаю-ка я за всех все сам или сама, да? Не берите на себя слишком много, иначе вы будете просто перегружены и устанете снова. Что еще плохое произойдет в вашей жизни? Давайте посмотрим. Девятка жезлов. У вас какие-то девятки, десятки жезлов. Девятка жезлов показывает, что буквально придется отстаивать, защищать себя или свои отношения, или свою работу. Конечно, если защищать, отстаивать, значит от кого-то, да? Значит, есть нападки или враги, или кто-то хочет занять ваше место. Будьте осторожны и внимательны. А теперь посмотрим, чего не произойдет вовсе. Вот, нельзя этого ждать. Это не будет ни хорошего, ни плохого чего-то, да? Что не произойдет? Семерка кубков. Смотрите, никто не будет в этот ближайший лунный цикл вас обманывать, стараться ввести в заблуждение или в иллюзии, в каком-то особенно масштабном смысле, да? Также семерка кубков показывает, что есть некий человек, кто постоянно обещает и ничего не делает. Так вот, вы даже перестанете общаться с этим человеком. Вам надоело, что человек постоянно сыпет какими-то проектами, все начинает новое с нуля, но ничего таки не продолжает. И вы решите ограничить общение с этим человеком, изолировать его от себя, и вот чего не будет, общения с этим человеком не будет, потому что вы просто этого больше не хотите. Вот такой ответ у нас с вами по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Пишите, понравился ли вам расклад. И до новых встреч!